Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что резко поменяется в вашей жизни в самое ближайшее время. Загадайте, пожалуйста, на себя, на резкие перемены, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая прелесть. Так, мои милые, ну давайте пойдем по порядку. В самом центре нам показали большую улитку. Смотрите, даже рожки у нее есть. Улитка. Улитка в центре, в корне рисунка. Это добрый знак для вас. Это знак того, что в самом сложном, затяжном, долгожданном деле либо ситуации намечается прогресс, либо событие совсем скоро случится. Возможно, вы как думали, либо вам сказали, что нужно долго чего-то ждать, либо сами себе так решили, что придется долго ждать. А нет, улитка, вот она уже здесь, видите, еще и с рожками. То есть скорое разрешение, либо решение, либо получение того, чего вы так долго ждали, либо думали, что придется долго ждать. Вот она, улиточка. Так, и еще по таким улиткам часто показывают людей, которые, допустим, от вас отстранялись. Да? Человек как будто бы в ракушку залез, спрятался, не хотел общаться, не хотел встречаться. Да? Улитка ползет в вашу сторону. То есть человек, который прятался, который скрывался, который брал паузу, выйдет на контакт, да? Выйдет из своей ракушки и сам сделает, либо сама сделает первый шаг. Дальше, мои хорошие, между вами и кем-то начинает рушиться стена. Стена, кстати, была очень высокая. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Может быть, между людьми было недопонимание. Да? Люди вроде как и вместе, но и врозь. Не было общего языка, не было какой-то связки, привязки, да? Как за стеной находились. И также, возможно, были преграды для двух людей, для того, чтобы общаться, встречаться, не знаю, любить друг друга, вместе жить. Преграда начинает рушиться, причем на глазах, причем по каким-то, естественным, например, да, причинам. То есть вы ничего не делаете, другой человек ничего не делает, а стена между вами рушится. Это добрый знак. С правой стороны прям тоже вам очень понравится. Может быть, вы в отчаянии были, да, вы не знали, как эту стену разрушить. А она сама возьмет, да и рухнет. Прям перед вами и этим другим человеком. Все хорошо будет. Так, здесь нам показывают птицу, которая гордо поднимает крылья вверх. Птица Феникс. После затяжного какого-то застоя, после, например, каких-то серьезных проблем, либо проблем со здоровьем. Видите, вы как возрождаетесь к жизни. Вы словно бы птица Феникс. Из пепла восстаете для новой жизни. Это очень яркое событие. Выздоровление, решить свои проблемы, избавиться от тягости, которая там на вас давлела. Поменять свою жизнь, в конце концов, да, переродиться, поменять свою жизнь. У вас тут и возможности будут, и желания. Понимаете, как новый виток в жизни вашей начинается. Вы прям себя действительно птицей Феникс почувствуете. Но это вам на благо пойдет. Вы этого не ждете, да, это с левой стороны, но это обязательно с вами случится. Дальше. Здесь какой-то противный человек с такими длинными руками. Руки на щупальцы похожи. Теряет к вам интерес. Либо перестанет вас как преследовать, да, доставать, донимать, ходить по пятам. Человек, это может быть и мужчина, и женщина, опять же, вы все разные, кто меня смотрит. Человек, который был для вас проблемой,
проблемой неразрешимой, тяготил вас, беспокоил вас, донимал, пугал, запугивал, угрожал, может быть, да, вы все разные, теряет к вам интерес. Причем не просто теряет, а вот берет и отворачивается, совершенно в противоположную сторону смотрит. Да, у вас хоть и страх остается, либо вот такое, знаете, оскомина, да, от этого человека, но больше вас этот человек не потревожит. Не потревожит. И даже ноги у него в обратную сторону смотрят. Полностью вот развернулся, да, на 180 градусов повернулся. Все. Больше к вам никто не пристанет. Больше никто не будет вас там беспокоить, пугать, донимать. Потерял к вам интерес человек. Просто вот в один момент. На то, конечно, есть причины, но нам они здесь не показаны. Вот самое главное, что уже не пристает. Так, здесь у нас дверь. Дверь не для всех, либо для избранных. Не знаю, как это объяснить. Не могут туда все попасть желающие. Там как-то людей либо отбирают, либо люди должны доказать, что они достойны попасть туда. Вижу, что вы туда попадете, в эту дверь, причем вас кто-то проведет. Здесь, как говорят, по знакомству, да, по блату, по знакомству. Если честно, вы туда хотите попасть, но вам там точно не понравится. Поймете, что вообще не ваше и не для вас. Но вы там точно побываете, вот за этой дверью. Дверь в какое-то странное, ну не знаю, здание, помещение. Дверь для избранных. Вас туда проведут, точно проведут. И вы там будете, вы там все посмотрите, все попробуете, скажете, нет, не мое. Вот зря я сюда стремилась, это вообще не мое, мне это не подходит. Да? Встанете и гордо уйдете. Но там вы точно побываете. Вот подумайте, куда бы вы хотели сейчас попасть. Вот какое-то учреждение, организацию, не знаю, может быть, чей-то дом, может быть, какую-то группу людей. Вот куда бы вы хотели попасть. Но допуска у вас туда нет. Вижу, что проведут, но вам там точно не понравится. Так, здесь у нас в центре куриная лапка, но она перевернутая. Видите, когтями вниз. Куриные лапки – это магия, знак магии. Магического воздействия, применения магии. У вас эта лапка прямо на линии жизни, и она перевернулась. То есть, скорее всего, на вас кто-то магически воздействовал. Либо магия мешала вам, ну, допустим, быть с тем, с кем вы хотите. Либо мешала вам в плане физического здоровья. Да? Может быть, на вас там поделали, и вы болели каждый день, каждую неделю, там, каждый месяц, не могли из болячек вылезти. Может быть, магическим путем вас лишили удачи, да? И ваша жизнь превратилась в целую череду неудачных событий. Неудачных, трагичных, неприятных, мерзких, черных. Такими знаками обычно показывают, что магия бессильна, либо магия прекратилась в вашу сторону. Ну вот из моей практики такое бывает, если на человека делали, да, и человек с себя магию снял, от нее избавился. То есть магия прекратилась, она стала бессильной. Либо если тот, кто делал, покинул наш мир. Вот, магия ушла вслед за человеком, кто делал. Лапка перевернулась, магию бояться вам не надо. То есть все, закончилось. Стоп. Знак стоп. Конец. Магия не властна над вами, либо больше не причинит вам зла, больше не помешает вам на пути к тому, кого вы хотите, либо к тому, чего вы хотите. Лапка полностью перевернулась. Так, здесь у меня ваш образ. В одной руке у вас, значит, звезда, а во второй руке у вас единичка. Я вас поздравляю. Это феноменальное событие, которое, знаете, я не жду, я не верю, либо я разочаровалась, а тут раз и все сразу происходит. Два очень ярких события вот в одном моменте. Но звезда — это исполнение мечты и желания, а единичка — это победа, стать победителем, стать номер один. Вот, классный знак. Конечно, вижу, что вы долго к этому шли, и вижу, что вы в моменте вот как не готовы. Не готовы, на вас вот это все прям обрушится, да, обрушится исполнение, обрушится номер один. Как почва из-под ног уходит, но от счастья.
От счастья, да. Немножко даже шатать будет, голова закружится. Мои хорошие, очень славное событие после долгих каких-то переживаний, лишений, неприятностей, неприятных мыслей, неприятных ожиданий. Нечто потрясающее просто вот ворвется сразу в один день. 2 события: исполнение мечты и единичка в руках. Стать победителем, стать номер 1. Так, еще резко поменяется. Смотрите, чему-то вы научитесь, либо вам придется чему-то очень быстро научиться. Наука, знание, владение, мастерство. Прям какие-то сжатые сроки, придется что-то освоить. Это будет нелегко и, возможно, потребует полного включения в процесс, но у вас это получится благодаря этой науке, благодаря этому мастерству, новому знанию. Вы станете гораздо заметней, гораздо успешней, гораздо весомей, да, на работе, в бизнесе, в своих делах, в своих увлечениях, в хобби. Вижу, что о вас люди начнут говорить. Причем говорить, вот знаете, таким восхитительным тоном. Если раньше там люди вас не замечали, в лучшем случае, в худшем случае вас осуждали, либо как-то, вот знаете, брезгливо к вам относились, то теперь все такие шепчут и говорят: это же она же такая крутая, либо это он, это же он. Да, вот в таком ключе. Прям будете ловить на себе взгляды восхищения, взгляды одобрения, поддержки и даже какие-то заискивающие взгляды будете ловить. Ну, конечно, если вы становитесь известной, популярной, как впереди всех идете, конечно, будут те, кто будет заискивать. Да, ну, вижу, что у вас все получится. Но придется, конечно, что-то освоить, либо чему-то научиться. Причем в очень сжатые сроки. Знаете, как-то сутки вам дадут на то, чтобы вы что-то выучили, либо каким-то мастерством овладели. Ну, может, я утрирую про сутки, но мне кажется, что вот именно в таком ключе, может, там пару дней. Вот, придется, конечно, поднапрячься, но оно того стоит. Оно того стоит. Вот именно эту перемену вы сами притянете в свою жизнь, благодаря тому, что вы очень настойчивый человек и человек, который видит цели, не видит препятствий. Да? Другой бы отказался, сказал: да ну вас в баню с вашими науками, с вашими знаниями. Да зачем мне все это нужно? А вы нет, вы сядете, вы выучите, вы освоите, вы руку набьете. Да. О вас будут говорить. Так, здесь нам показывают мужчину. Мужчина, у которого голова прочищается. Вот как будто бы вы его, ну, вот таким большим молотком по голове стукнете, только не делайте это в реальной жизни. И вот у него мозги на место встанут. Может быть, какие-то ваши слова, либо какое-то ваше решение поставит на место мозги у мужчины. Мужчина за голову возьмется, мужчина прозреет, и мужчина прям по-другому запоет, да, он по-другому относиться будет. Возможно, этот мужчина ваш, допустим, муж, да, либо парень, который, ну, относился как-то несерьезно, не хотел заботиться, не хотел ничего делать, вот там жил как потребитель, грубо говоря, да. Вы ему там скажете, что: дорогой, что-то мне это надоело, да, не пошел бы ты на 3 буквы. И вот прям эти слова, они ударные идут. Мужчина такой: ничего себе, а у него характер есть, а она же ведь бросить меня может. Это что это я тут расслабил булочки, да, надо по-другому себя вести. Либо, например, это ваш, ну, допустим, сын, да, сын, который там не хочет ни учиться, ни работать, лишь бы там гулять, с этими телефонами сидеть. И вы ему такая: ну что, интернет отрежу, да, либо там лишу чего-нибудь, там, карманных денег, там, иди работай, если тебе деньги нужны, иди работай. И он такой: мама, что случилось? У меня мама может быть грозной и злой. Не-не-не, надо как-то себя проявлять, да? Надо хотя бы хоть немножечко чем-то заниматься. Вот именно ваши слова как будто бы вот топором либо молотком по голове. Мозги на место становятся. Вы не ждете никакого эффекта. Вы просто уже задолбались и устали. Вы говорите как есть. Вот таким вот, да, уставшим голосом вы говорите, и человек получает как удар, да, по голове, такой: ничего себе, вдруг она не шутит, вдруг и правда меня там прогонит, либо там чего-то лишит. Волшебные слова, потрясающий эффект. Вы мужчину прям не узнаете. Буквально вот вы только сказали, и там, не знаю, в течение нескольких минут он уже на глазах поменялся.
как переобулся на лету и совершенно другим стал. Так, с правой стороны, смотрите, какой большой нам вышел серп. Просто гигантский. Но серп — это инструмент. Им можно и врагов выкосить, и урожай собрать. Инструмент какой-то вы обретете. Смотрите, вы все разные, каждый занимается своим. Кто-то огородик имеет, а кто-то, например, там, услуги оказывает, там, пусть будет маникюр. Ну, как пример просто привожу. И, возможно, вы мечтали о каком-то инструменте, нужном, необходимом там, для огородика, для оказания услуг, для, может быть, еще чего-то, да, инструмент, и вы его получаете, вы его не просто получаете, вы его обретаете. Инструмент, который вам очень-очень пригодится. Инструмент, благодаря которому вам будет и легче, и лучше, и результативней. Инструмент. Кстати, этот инструмент вам поможет кто-то обрести. Видите, рядом фигурка человека, который тянет этот инструмент в вашу жизнь. Кто-то вам поможет. Может быть, вы кому-то сказали, что мне вот очень необходим такой-то инструмент, да, либо не хватает мне такого инструмента, я без этого как без рук. И человек такой запомнил, может быть, нашел, может быть, думает, вот сделаю приятно, да, подарю этот инструмент. В общем, действительно, инструмент попадет к вам в руки. Но опять же, у кого-то отыграется, у вас появится инструмент борьбы со своими врагами и недоброжелателями. Да, выкосить всех, выкосить. Это может быть какое-то знание, какая-то информация, там, знание своих прав. Может быть даже какой-то компромат. Да? Такое тоже бывает. Но хороший знак. Еще и с вашей стороны, еще такой большой. Это точно вас порадует. Очень порадует. Так, а здесь вижу, что вы кому-то на поклон пойдете, а человек сам вам кланяется. Но обычно такими знаками показывают возможность с кем-то очень важным, крутым, не знаю, высокопоставленным поговорить. Это может быть начальник, это может быть чиновник, это кто угодно может быть. Кто занимает высокую должность, имеет полномочия и концентрирует большую власть в руках. Да? Обычно мы перед такими людьми кланяемся. Ну как? Им по долгу службы положено, да, а мы как просители к этим людям обращаемся. Вижу, что вы придете кланяться, а человек сам вам поклонится. То есть человек будет с вами как на равных, человек будет очень обходителен в общении с вами и пойдет вам навстречу. То есть, может быть, вы и кланитесь, потому что вы переживаете. Может быть, у вас есть какая-то нужда, какая-то просьба, прям острая, важная, срочная. И вы готовы, я не знаю, ну, действительно поклониться в прямом смысле этого слова, лишь бы вам помогли. И вижу, что человек пойдет вам навстречу. Очень любезный, очень мило вы пообщаетесь и выйдете от этого человека, да, либо после разговора с этим человеком почувствуете, что у вас крылья прорастают, прям легкость пойдет. Но, грубо говоря, в кои-то веки чиновники выполняют свою работу, да, либо учтиво обращаются с теми, кто к ним приходит. Там, начальники, например, уважительно относятся к своим подчиненным. Но это хороший знак, добрый знак. Так, здесь у нас молодой же ребенок, то есть ребенок лошади, да, прям маленький-маленький. Ему еще расти и расти. Вижу, что мужчина его так нежно гладит по спине. Мужчина найдет хорошую работу, либо мужчина возьмется за очень перспективное дело, гладит же ребенка по спине. Успех мужчину ждет. В этом начинании мужчину ждет успех. Может быть, мужчина уже отчаялся, да, найти работу, найти себя в этом мире, свое применение. Вижу, что гладит. Найдется, обязательно найдется. И, судя по жеребенку, скорее всего, начинать с самых вот нижних уровней, да, и расти, развиваться все дальше и дальше. На самом деле хороший знак, особенно для мужчин. Но если ваш мужчина без работы сидит, видите, вот он же ребенок уже рядом, и он понравится мужчине. Мужчина его будет гладить, говорит, да, я хочу этим заниматься, мне это нравится. Да? Вот такое рабочее предложение, которое действительно по сердцу придется. Может быть, оно не самое там топовое, не самое лучшее, не самое денежное, но оно очень перспективное и вот идеально мужчине подходит. Здесь, знаете, любовь с первого взгляда. Мужчине понравится работа,
и на работе он всем понравится. Вот как-то так идет. Дальше в Венце. Сова поймала мышь. Тот, кто от вас что-то скрывал и прятал, сам себя и выдаст. Да? Либо сам же и признается. Здесь человек сам себя обнаружил. Вот как-то так идет. Это будет для вас большой неожиданностью, но так лучше. Лучше, чтобы вы узнали именно сейчас. Либо человек раскаялся, да, а человека там совесть нечиста, человек мучился, страдал, и такой думает: признаюсь, будь что будет. Да, человек сам себя обнаружит, сам признается в таком ключе. И еще идут перемены какого-то двойного характера. Для одних людей это будет просто ад адский, а для других это прекрасно, замечательно, самое лучшее, что могло бы случиться. Вижу, что вы будете в рядах тех, для кого это будет к лучшему. Ну а люди, которых вы знаете, могут попасть в ряды тех, для кого это к худшему. Здесь, знаете, как будто бы какая-то селекция идет, да, отбор. Когда вот хорошие люди получают все и сразу, а плохие, получают по заслугам. Как-то так идет. То есть для одних людей как день солнечный и яркий, а для других прям ночь без луны, без звезд, очень темная и страшная. Такие перемены. Но вам бояться нечего. Вас ждет прекрасный солнечный светлый день, теплый солнечный день. Но каких-то других людей мрак. Такие перемены идут. Я не могу сказать, что это, но это достаточно серьезно. Серьезно. Но вам бояться нечего. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.